Продолжаем выпуск. На минувшей неделе Костромское отделение партии «Справедливая Россия» провело съезд в городе Буе. Очередное заседание Костромского отделения партии «Справедливая Россия» прошло в Буе по причине того, что парламентарии в начале своего визита посетили реабилитационный центр для несовершеннолетних в селе Ликурга, где поздравили педагогов и их воспитанников с новогодними праздниками. Само заседание проходило под руководством депутата Государственной Думы Андрея Озерова. На нем присутствующие члены Костромского отделения «Справедливой России» обсуждали новую редакцию программы партии и вносили соответствующие поправки, определяя приоритетные направления ее развития. Основной приоритет партии России – это, конечно же, решение социальных программ, это здравоохранение, это образование. Сегодня мы обсудили вопрос еще на самом деле, который является важным, это использование наших средств в военно-промышленном комплексе. Потому что 20 триллионов рублей будет финансировано, и чтобы эти средства, скажем, были использованы эффективно, и главное, скажем так, контракты, которые заключены, были исполнены вовремя, партия «Справедливая Россия» в своей программе отметила особенно. Также пошли другие вопросы. Это жилищное строительство, это создание условий для малого бизнеса, для поддержки малого бизнеса и создание условий для молодых семей, работающих населения. Наибольшее оживление на заседании вызвало обсуждение закона о капитальном ремонте жилья, который в последнее время в своих статьях часто критикует Андрей Озеров. Наверное, все-таки, скажем так, сейчас более отдаленно, моя точка зрения заключается в том, чтобы, наверное, рано или поздно мы будем проживать, все в стране будем проживать социальными группами. И компактное проживание социальных групп решает многие задачи. Когда, допустим, более обеспеченные люди могут собрать свою управляющую компанию, сами принимать решения, где, что и как ремонтировать, какие средства вкладывать. Другие социальные группы, допустим, здесь они могут уже принимать решения, собираться в какие-то сообщества, скажем так, да, и государство могло бы здесь создавать тем условия, потому что все-таки сложнее людям порой иногда договориться, да, и уже эту ответственность берет на себя, права берет государство и принимает решение, какой дом ремонтировать, какие использовать, может быть, материалы и прочее, да. И третий вариант, наверное, когда государство полностью управляет теми зданиями, сооружениями, которые, может быть, разрознены. Нету такого компактного проживания, так сказать, удаленные какие-то населенные пункты, какие-то, может быть, просто отдельно стоящие дома. Здесь должно быть полностью участие государства. Оно немножко расходится с тем законом, который принят в Государственном Доме, я имею свою точку зрения, да? Но мы были против принятия закона, когда все деньги идут в один общий котел. Это единственное, самая главная проблема здесь заключается в том, что коррупция у нас еще непобедима. Да? И она находится на очень такой высокой стадии своей силы, что ли, да? Эти деньги будут использованы, я уверен в том, что скажем, да? Использованы большей частью будет не по назначению. Вот на заседании прошло фраза такая, что вот в Волгореченске было профинансировано на ремонт капитального жилья 34 миллиона, из них где-то, наверное, украли 3 или 4 миллиона рублей. Я вам скажу, это еще цветочек. На самом деле могут украсть 50% и 70%. А вот представьте, что такое произойдет в общем котле в масштабах страны. Куда эти деньги денутся и куда это все это уйдет за пределы нашей страны. В заключение заседания присутствующие определили приоритетные направления развития партии «Справедливая Россия» в Костромской области и планы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия.